В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. Без авиации немыслимо развитие нашей огромной страны и родной республики. Днем рождения авиации Якутии считается 8 октября 1925 года. В этот день на самолете СОПВИЧ пилот Петр Фадеев произвел первые показательные полеты над Якутском и близлежащими районами. В этом году мы будем отмечать столетний юбилей авиации республики. Наш гость сегодня в студии Айсен Дегтярев, председатель Рескома профсоюза авиационных работников Республики Саха-Якутия. Айсен Николаевич, здравствуйте. Доброе утро. Расскажите немного об истории авиации Якутии, ее становления и, собственно, развития. К сожалению, за уделенное нам время всю вековую историю нашей авиации Якутии и становления развития невозможно рассказать. Но я остановлюсь на основных этапах развития нашей авиации Якутии. Это, конечно, и первый полет, это день рождения авиации Якутии, когда на барже, благодаря усилиям наших молодых руководителей и Платона Алексеевича Аюнского и Максима Кирилловича Амосова, к нам от Совавиахима прибыл на барже из Иркутска самолет СОПВИЧ, это английского производства, и буквально 8 октября с Даркалаха, с пристани Даркалаха, это нынче уже паромная переправа, совершил над окрестностями города Якутска первый полет СОПВИЧ, самолет СОПВИЧ. И буквально через уже 4 дня был уже первый рейс до Покровска. И можно считать, мы считаем, что 8 октября и есть это день рождения авиации Якутии. У нас были и славные моменты в нашей отрасли, и можно сказать, что с 28 октября у нас уже появились регулярные рейсы до Иркутска на гидросамолете «Юнкерс». В то время наши руководители республики, уже автономной Якутии, знали, что, учитывая наши огромные размеры нашей республики, без авиации мы никуда. И в настоящий момент, уже к столетнему юбилею мы тоже знаем, и руководство наше всегда поддерживает, что без авиации у нас будет на самом деле полная транспортная изоляция. И мы уже на протяжении 100 лет развиваемся. Хочу остановиться еще на основном этапе, что послужило активному развитию нашей авиации. Это город Якутск с 1942 года по 1946 год, в годы Великой Отечественной войны, он был центром перегоночной трассы Аляска-Сибирь. И благодаря трассе Аляска-Сибирь у нас было за 4 месяца в таких сложных климатических условиях у нас было построено 13 аэропортов. И после уже работы этой северной трассы, нашей перегоночной трассы Аляски-Сибирь, у нас остались и самолеты, и инфраструктура, и, главное, специалисты. Это и летчики, и авиаперсонал, и которые уже в последующем стали работать в отрасли, остались у нас в Якутии и развивали нашу отрасль. Хотелось бы узнать, утвержден ли брендбук, логотип столетия авиации Якутии? В прошлом году мы совместно с Минтрансом республики организовали конкурс на разработку лучшего логотипа. И по итогам конкурса у нас было подано более 20 заявок, и жюри оценило все работы, и победителем конкурса стал молодой парень. Ныне он сейчас учится в Московском вузе из города Среднеколымск, Оконечников Кирилл. И его работа у нас в конкурсе победила. И сейчас этот брендбук, логотип, он используется уже во всех наших и полиграфии, и в дальнейшем, конечно, мы будем использовать ее в плане основных мероприятий. И я знаю, что авиакомпания «Якутия» уже изготавливает наклейки на свои борта. В скором времени это вы уже воочию увидите. Я знаю, что он принимал участие дистанционно из Москвы, а там самый ключевой элемент в логотипе был, по-моему, мальчик, да? Или... Нет, Дарья, там ключевой момент — это цифры 100, там получается единичка у нас в виде серьги, нулики, и основной элемент там стерх.
Это, ну, для якутского народа мы знаем, что это птица счастья. И ну, у него основная идея была, как лозунг у него был: «Славься, авиация, и будь счастливой, как наша птица счастья стерх». Ну, смысл придал такой Да, логотип. смысл такой, и, ну, действительно, прекрасная работа. Были и хорошие, достойные работы, и жюри, да, единогласно, вот, совместно и с Минтрансом, и Росавиацией, ну, с территориальным управлением Росавиации, мы пришли к выводу, что вот работа Кирилла, ну, считается самой лучшей. Мгм. Какие мероприятия планируется провести в этот юбилейный год и для авиаторов вообще в Якутии? Дарья, у нас, да, на самом деле очень много мероприятий запланировано. Ну, у нас уже план основных мероприятий в проекте имеется. В скором времени на заседании Организационного комитета мы должны утвердить. У нас Организационный комитет утвержден распоряжением главы нашей республики Асием Сергеевичем Николаевым. Председателем Организационного комитета назначен первый заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Садовников Дмитрий Дмитриевич. В скором времени уже ну, республиканский оргкомитет начнет активную работу, и мы утвердим основной план мероприятий. Основной акцент, в первую очередь, мы выделим для работы с ветеранами отрасли и патриотическому воспитанию нашей молодежи, и профориентационной работе. И у нас там ряд будет и выпусков книг, в том числе и нашего аксакала, ветерана авиации Якутии Михаила Егоровича Васильева. И в Музее авиации Якутии у нас будет уже мультимедиа-выставка. Мы еще, это вот Музей авиации Якутии, который у нас ну, имеется, ну, у него нет аналогов и по экспонатной и выставочной экспозиции, да, у него нет аналогов в России. И мы будем в дальнейшем, ну, развивать наш музей авиации, в том числе и мультимедиа-контент. Это вот, ну, современные тенденции, и для молодежи это удобно. Мы знаем, что с молодежью только вот с мультимедиа они уже, к сожалению, книги не читают. И вот будем работать в этом направлении. И ну, ряд еще основных мероприятий. Это у нас и выпуск нашей отраслевой газеты, да, «Северная трасса». Это тоже вот единственная газета в отрасли, да, в гражданской авиации, которая у нас выпускается в регионе. И благодаря вот заслугам нашего вот, ну, наших ветеранов, в том числе и Васильева Михаила Егоровича, мы до сих пор выпускаем нашу отраслевую газету авиаторов Якутии «Северная трасса». Расскажите, пожалуйста, о самых главных перспективах авиации Якутии. Ну да, у нас, как я ранее говорил, были и сложные этапы становления авиации Якутии. К сожалению, в 90-е годы, после распада Советского Союза, наш авиапром ну, уже перестал выпускать современные воздушные суда, современные самолеты. И ну, в настоящее время, конечно, мы ждем от нашего авиапрома уже новые самолеты. Ну, такие есть перспективные самолеты, как МС-21, и Ил-114, и сухой суперджет, ну, уже импортозамещенный, да. Мы, ну, авиация испытывала, да, вот, очень серьезное санкционное давление, и сейчас вот мы уже начинаем развивать свой авиапром. Наши авиакомпании очень ждут наши отечественные самолеты, импортозамещенные самолеты, чтобы мы могли летать на наших уже современных воздушных судах, которые не будут уступать и зарубежным аналогам, и, может быть, даже в некоторых позициях превосходить. Это очень важный момент. И акцент мы еще делаем и благодаря и поддержке нашей республики, и руководству нашей республики на реконструкцию наших аэропортов и авиационных площадок. Ну, это мы считаем тоже основной приоритетная задача для дальнейшего развития нашей авиации. Вы сами, Асий Николаевич, как пришли работать в авиационную отрасль? Расскажите, где учились? Я закончил, на самом деле, в свое время, да, в 2006 году я закончил Якутское летно-техническое училище. Ну, в то время она так называлась, там, летно-техническое, сейчас это авиационно-техническое училище имени Валерия Ивановича Гришукова. У меня была специальность организации и управления на воздушном транспорте. И потом уже
будучи работая, я уже закончил там Санкт-Петербургский университет на управленческую специальность и проходил переподготовку в Санкт-Петербургском университете гражданской авиации. И работал в аэропорту Якутска тоже много лет, в управлении воздушного транспорта, в Минтрансе нашей республики и в наших ключевых авиакомпаниях, полярных авиалиниях и авиакомпании Якутия. И на протяжении практически 10 лет еще совмещал работу и занимался преподавательской деятельностью у себя в училище, где я учился. В настоящий момент, вот уже с 2020 года я работаю в Рискоме. Работа с людьми всегда сложная, но мы уверенно идем вектором движения только вперед. Что пожелаете молодым ребятам, которые хотят поступить в учебное заведение гражданской авиации? Да, на самом деле профессия авиатора, она очень романтичная, но сразу говорю, молодым специалистам, молодым ребятам, абитуриентам, что это очень сложная специальность. Если это летные специальности, эксплуатация летательных аппаратов, это в первую очередь для того, чтобы поступить на пилота, это 100% здоровье, это отличная учеба и, конечно, спортивная подготовка. Все равно спорт и здоровье, они взаимосвязаны. У молодежи, что бы хотел сказать молодежи, чтобы они следили за своим здоровьем. У нас практически около 70% молодых ребят, они не проходят ВЛЭК. Это врачебная летная экспертная комиссия. Это и уши, это слух и зрение, это надо беречь уже с молоду, это и сердце, эти все газировки сладкие, они очень влияют на состояние здоровья. И надо следить еще за тем, чтобы не было, допустим, не прыщей, потому что это тоже считается патологией и могут уже не допустить. Не допустить могут. Да, могут, не допустить. У нас были такие случаи, когда молодой парень, вроде и здоровье хорошее, образно говоря, на лице прыщи, и тогда уже дерматолог не пропускает. И, конечно, эти все наушники, всякие вредные напитки, это, конечно, пагубно влияет на состояние здоровья. Можно, наверное, вылечить, уже, наверное, пойти заново попробовать еще раз. Желательно предварительно уже пройти врачебно-летную экспертную комиссию. У нас в авиакомпании «Якутия» есть ВЛЭК, где абитуриент уже может заранее пройти и убедиться в состоянии своего здоровья. Есть у нас еще и технические специальности. Это техник-приборист и техник-механик, и где они могут уже работать не в летной специальности, а уже в инженерно-технической специальности или наземной службы. Спасибо, Алексей Николаевич, что сегодня посетили нас. А я напомню, что это была программа «Актуальное интервью». До встречи.